Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: что точно случится с вами в вашей жизни до конца этого месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе, вы рыбу поймали. Смотрите, какая гигантская рыба у вас в руке. Ну надо же. Красота, красота. Так, ну давайте пойдем по порядку. Сразу хочу сказать, не так много событий вышло, но тем не менее, я понимаю, что показали прям самый смак, да, самое оно показали. Начнем с того, что с каким-то человеком вы наладите взаимоотношения. Вы все разные. Кто-то поругался с любимым мужем, кто-то поругался с любимым родственником, кто-то с коллегой, кто-то с соседкой, да, неважно. Вот с кем-то испорчены отношения. Причем испорчены они, вот на ваш взгляд, капитально. Да, что вот обратной дороги нет. Вот 100% не хочу, не буду ни под каким видом, предлогом с этим человеком больше общаться. Как говорится, на одной поляне и не сядем. Но, мои хорошие, примирение будет. Будет, вы помиритесь с этим человеком. Еще и, как знаете, посмеетесь над своим конфликтом. И, знаете, будет прям стыдно и непонятно, да, от чего мы, собственно, поругались. Да? Ну зачем? Да? Столько времени зря потратили, могли бы там общаться, разговаривать, что-то вместе делать. А мы вот как два этих обиженных ежика сидели, каждый в своем уголку, и на друг друга негативили. Вы помиритесь 100%. Кто-то помирится за бокалом вина, а кто-то за бокалом, чашкой чая, кофе. Примирение будет. И вот как-то вместе душевно посидите, поговорите друг с другом, посмеетесь с этой ситуации. Да? Очень приятно и душевно все это уладите. Так, следующий момент. Большая тройка вышла. Но это новые знания, новые навыки. Причем они вышли с левой стороны. Это при необходимости, да, при большой необходимости. То есть сейчас вы не думаете о какой-то учебе, вы не думаете о какой-то новой информации. В принципе, о новом и не надо. Да? Но наступит такой день, и будет острая необходимость. Необходимость что-то выучить, изучить, подготовиться, прочитать, узнать, да, выслушать. По необходимости вы получаете какой-то огромный глобальный объем знаний в очень короткие сроки. Ну там буквально за час, за 2 часа, там, за день, за 2 дня. Придется учиться, придется узнавать новое. Знаете, будет тяжело, я скрывать не буду. С левой стороны вышла, и тройка огромная вышла. Да, будет тяжело, тяжеловато будет. Но тем не менее у вас получится, вы все поймете. Еще и сможете все эти знания сразу же апробировать, реализовать. Так, идем дальше. С правой стороны покупка, приобретение, закупка, у кого как. Но вижу, что вы будете скупаться и будете, стараться не потратить все, что есть. Да? Давайте говорить прямо, потому что все мы люди взрослые. Да? Старайтесь, мои хорошие, старайтесь и старайтесь лучше. Лучше заранее планируйте все свои траты, составляйте списки, оцените, что у вас есть. Да, трезво оцените. И, конечно же, выбирайте места, где есть скидки, где товар дешевле. Ну и, конечно же, чтобы товар был качественный, да, не забывайте про это. Думайте, планируйте и не тратьте попусту деньги, не тратьте попусту время, не откладывайте на последний день, да, что вот, да, мне нужно то и то, вот я поеду там в выходной и все это куплю.
да, а все это находится в разных магазинах. Да, вот так тоже поступать не надо. Да, чтобы для вас шопинг был приятный, чтобы вы потом собой гордились. Какая же я умничка, какой я молодец, что я все купила, при этом еще и сэкономила. И не только деньги, но и свое собственное время. Да, стремитесь к этому, пожалуйста. Так, а еще на какого-то барашка вы сверху сели. Барашек, конечно, неплохой знак, но на барашке очень сложно усидеть. Барашки, знаете, какие они противные. Ой, какие противные. А чтобы на него сесть, его еще нужно будет уговорить, да, чтобы он вам позволил, чтобы спину свою предоставил, да, чтобы не скинул, чтобы не боднул, не легнул и уж, не дай бог, не укусил. Ну, барашками обычно показывают очень упрямых, тугих, несговорчивых, противных людей. Да, именно людей. Человек может быть любого возраста, любого пола, но человек очень категоричный, очень эгоистичный, самовлюбленный и в какой-то степени упоротый, я бы даже сказала. Вот вам оседлать этого барашка, еще на нем покататься. И смотрите, вы еще его рога держите у себя в руках. Видите этот знак Овна? Это рога вот этого барашка, которые вы держите у себя в руках. Обезвредить противного барашка. Не спрашивайте, как вы это сделаете, не спрашивайте, кто этот барашек. Но, честно скажу, силы потратите, нервы потратите. Но оно того стоит. Оно того действительно стоит. Я могу дать вам подсказку. Верить в себя и не отступать. Ни при каких обстоятельствах не отступать. У вас только одна дорога – на спину этого барашка. Вот так себе и скажите. Нет пути назад, нет отступных обходных путей, только так и не иначе. И у вас получится. Кем бы ни был этот человек, вот так рукава закатили, руки потерли и вперед. Крутить рога этому барашку. Вы можете. У вас очень крутой потенциал. Вы еще не таких барашков обломать сможете. Поэтому не отступаем, идем до конца. И катаемся на этом барашке. Если вы, например, как пример, да, я приведу просто пример. Если у вас упрямый супруга, топим за свое, идем до конца. И вот рога этого барашка у вас в руках. Если у вас противный начальник, который, как говорится, белины объелся, да, не идет ни на какие уступки, не выполняет свои обещания, там, не берет вас на работу, не повышает вас, то же самое. Идем до конца, измором. Ребят, измором берем, все у вас получится, рога у вас в руках. Кстати, знак Овна – это знак успеха. Вот скрутите рога этому барашку, успех до конца месяца вам абсолютно гарантирован. А у кого-то отыграет еще и до конца года. До конца года. Представляете, какое-то время, да, обширное, и вы живете в успехе, в везении, да, когда у вас все хорошо и все замечательно. Если это какой-нибудь там чиновник, какой-нибудь там госслужащий, да, такой противный упрямый человек, то же самое. Крутим рога, пока не открутим. И ничего не боимся, и не отступаем, и все будет замечательно. Так, удачи, ребятки, вам удачи в этом деле. Знаете, что большой куш на кону, реально большой куш. И все в ваших руках. Вы сильнее, чем этот баран, гораздо сильнее. Поэтому верьте в себя и вперед, только вперед, чтобы рожки были у вас в руках. Так, идем дальше. С правой стороны к вам едет человек на кобыле, и у него прям такие тонкие ножки. Кобыла сама по себе красивая, но ножки очень тонкие. Знаете, вот прям как ломаются. Возможно, человек, который должен приехать, там, задержится. Да? У машины сломаются колеса. Да, что-то с колесом произойдет. Возможно, человек будет очень медленно ехать. Да? Медленно, прям крайне медленно. И также, возможно, ситуация, когда, допустим, человек не отвечает за свои слова, да, и там, где тонко, там и рвется. То есть человек не умеет планировать, человек не умеет держать слово,
И да, задерживается, выясняется, что наврал, преувеличил, приукрасил, да, не просчитал. Да, такие вот претензии могут быть в сторону этого человека. Ну, доедет, до конца месяца 100% доедет. Вот. Нервы, конечно, немножко вам потратит, но доедет. Кстати, по поводу нервов. Сначала потратит, потом наоборот, у вас, как, знаете, ремиссия пойдет. Потому что человек вам что-то везет, у человека что-то для вас есть. Есть то, чему вы очень сильно порадуетесь. Прям так скажете: все, тебе прощаю, иди поцелую. Какая же ты умничка, какой же ты молодец. Да? Молодчиночка ты моя, как же ты вот завез, либо как ты довезла, если девушка, да, будет приезжать. Прям груженный. Может быть, из-за этого у кобылки-то ножки вон тоненькие стали, ломаются. Человек прям, да, везет, неплохо так и везет. Но вам понравится. Вам понравится, вы порадуетесь. Так, еще одна дверь для вас закроется, причем закроется с таким, знаете, прям шумом, с хлопком закроется. А вот вторая дверь откроется. Но откроется как-то, знаете, тихо. Тихо откроется. Вы все разные, у каждого по-своему будет отыгрываться ситуация. Но где-то вы прям либо отказ получите, либо сами скажете: да мне не надо, да, вот прям с таким, знаете, со словцом, таким крепким, матерным, да, закроется дверь. Она действительно вам уже не нужна, там уже ничего нет. Ничего ни хорошего, ни интересного, ни полезного для вас. И вот она закрывается. И при этом очень тихо, вот так в стороночке открывается новая дверь. А там много всего интересного. Там рыбки плавают. А рыбки — это деньги. А рыбки — это любовь. А это хорошее здоровье. А это прекрасные положительные эмоции, мои хорошие. Так что не держимся за прошлое. Не нервничаем по пустякам. Если оно уже не надо, так не надо. Да, пусть оно все идет к лесам. И, конечно же, не пропускаем новых возможностей. Кстати, в эту новую дверку вас либо кто-то позовет, либо вам кто-то накануне о ней расскажет. Скажет: а вот ты знаешь, есть такая возможность. А вот ты знаешь, люди делают так и эдак. Да, вот какая-то у вас информация об этом будет. Вот. Это для вас. Вы в себе не сомневайтесь. Это для вас, про вас. Для вас она открывается. Главное, сделайте над собой усилие, не бойтесь и идите. Сделайте шаг. Вот просто загляните, что там. Может, вам понравится, может, интересно будет, да, заинтересуетесь. А дальше пойдете и радость свою найдете, счастье свое найдете, доход свой найдете. Да, все это будет. Так, и вот этот знак, где вы держите просто какую-то гигантскую рыбищу у себя в руках. Ох, тяжело вам она далась, но вы очень горды. Тяжелым трудом, какими-то нервными, я не знаю, потрясениями, со слезами у кого-то с дикой головной болью, с физической, да, вот когда тело все болит, физическая нагрузка. Но далась, вы ее добудете, вы ее добудете. Я вижу, что вы будете прям носиться с этой рыбой и говорить: это я ее добыл, либо добыла. Девочки, кто в паре, в браке, и, допустим, вы сейчас не работаете, но при этом у вас есть муж, либо сын. И вы, как говорится, помогаете вашему мужчине добиться успеха. Да? Возможно, это его рыба, но если по чести, да, то рыба ваша. То есть это благодаря вам, это ваше достижение. Вы его надоумили, вы ему подсказали, вы его направили. Ну, прекрасно. Это может быть доход, это может быть подарок, это может быть какой-то ценный приз, хороший контракт, да, какое-то предложение по работе. Прекрасно. Это рыба. Рыба всегда к добру, всегда к большому плюсу и к большой радости. И вот она в ваших руках, и вы ей очень сильно радуетесь. Так, и еще. А здесь у меня человек, который начинает набирать массу, да, который начинает приходить в себя. Может быть, после каких-то потрясений, может быть, после каких-то серьезных, таких тяжелых обстоятельств. Кто-то, может, и болел даже, да, чисто физическое заболевание было. Человек начинает приходить в себя. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но
прогресс, он налицо. Вот с каждым днем человек себя чувствует и лучше, и уверенней, там, и лучше спит, и лучше кушает, и желания появляются, да, стремления появляются. Вот как сходит с вас какая-то охвоть, либо какой-то негатив с вас сходит. И вы прям будете это ощущать. Ощущать, вот прям становитесь на ножки, расправляете спинку. Да, вот уже так уверенно смотрите вперед. И это хороший знак, очень хороший знак. Так, еще мне показали ангела вашего. Ангел, который над вами держит, вот как это, знаете, как крышу держит, видите? Вот он, ангел, и он держит над вашей головой как козырек какой-то, да, вот как защиту держит над вами. Ангел помогает, помогает. И вот до конца месяца будет несколько ситуаций, когда вы мысленно обратитесь к своему ангелу, и ангел вам поможет. И вы прям это почувствуете, ощутите, это случится, вы скажете: чудо, чудо, да, ангел помог. Вот я обратился, обратилась, и я помощь, подсказку, там, поддержку получила. Это будет, мои хорошие. Потому что ангел у вас сильный, вы человек хороший. Конечно, а как по-другому? Как по-другому? Научитесь, действительно научитесь обращаться к своему ангелу. Почаще обращайтесь, не бойтесь, вы его не тревожьте. Он для этого к вам и приставлен, чтобы вам помогать. И, конечно же, научитесь благодарить за все хорошее, за все положительное, это доброе вмешательство, поддержку, в защиту. Научитесь благодарить. С вас не убудет, но пользы от этого будет огромное множество. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.